Всем привет, ребят! Вчера ходил за грибочками, сегодня тоже решил пойти. Первая партия вчерашняя у меня сушится, сейчас на дому. Сейчас хочу вам показать. Видите, кто-то белые грибочки белочкам повесил. А все белочки на кладбище, на поселке. Конфетки хавают. Не до грибочков им. В общем, преобладают в основном маховики. Как говорят, доминируют, Саня выразился. Вот я хочу сегодня сходить, может, белые найду. Хотя навряд ли. Здесь вот на берегу, на другой стороне, вчера ходил просто одни маховики. Тьма. Проходил я минут 40, ведро взял, думаю, надо было 2 брать. С 2 ведрами тоже таскаться проще. Сегодня прогуляться. У меня до среды выходные. Я наконец-то в малом отпуске. Вот, переростки. Переросточки. И червивые. Вот на белом червивые, а где повлажней, зеленый мох, там менее червивые и одинокие. Одинокие тоже стоят не червивые. Брусничка. Немного, ну и не сказать, что мало. Как говорится, с голоду не помрешь. И вот это, не знаю, что за гриб. Я знаю, что он съедобный. Его вообще тьма. Маховик рядом не стоял. Маленькие солят, потому что я не знаю, как он называется. Как-то давно-давно мне говорили про них. Кто знает, напишите в комментариях. Но, по-моему, они солятся, мелкие есть, но их просто лепехами такими растет. По много. Погодка сегодня просто супер. Так, вот вижу белый гриб. Вот он. Опа. А какой. Здоровенький. Ну, я думаю, он червивый. Сейчас посмотрим. Весь. Белочкам. Пойдем дальше, друзья. Я сразу чищу на сушку, чтобы ничего лишнего не возить. Не таскать, вернее. Хотя я вчера почистил, у меня ничего лишнего не было, но плотнее в ведерке будет. Соечки летают. Это ворона лесная. Собаки ее тоже не хавают. Они все время парами летают. Так, ну, ребят, вот о чем я говорил. Вот маховички. 1, 2, 3. Вот еще один закопанный. Сюда отходим. Шаг 2. Вон они, смотрите. Хлоп, 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 хлоп. Вон там дальше. Еще маленький. Это я еще тут так бы не покружил. Вот такими вот пятнышками попадаются. Бывают одиночные. Сейчас посмотрим. Но невелики, может быть, он махонький. Может и не червивый. Но маховиков много. Я вчера в этом убедился. А позавчера, или позавчера, извиняюсь, по-моему, ливень такой ночью пролила, мама не горюй.
Буду собирать. Ну, вот этот вот издалека увидел. Подошел, а тут видите? Полоска. Там еще вдалеке вижу. В общем, грибочки есть. В том году так совсем их не было. Вон дальше стоит. В этом году хоть маховики. Ну, белые есть, но червивые. Сейчас попадались мне. Все червивые. Вот, доминирующие маховики. Здесь, наверное, они все уже червивые. И беленький. Беленький стоит. Это все пятно маховики. Ну, вот это у нас совсем беда ему. Весь упоротый. Кстати, вот я ВКонтакте выкладывал там. Фотка у меня. 2 грибочка. Они были чистенькие. Даже вот этот уже. Даже нет смысла их колупать. Больно сырой. Нам на сушку такой вообще никак не надо. Погодка сегодня шепчет просто. Как говорится, это бабье лето. Ветер южный. Кайфуем. Опять переростки, маховики. Прямо вот она, тропинка идет. Тут, видать, никто давненько не ходил. Не червивый он вроде. Ну, сырой такой. Весь они влажные какие-то. И этот не червивый. Большие смысла нет даже трогать. Тоже чистенький. Сейчас будем чистить как дома. Хлоп-хлоп. Только все остается в лесу. Никакого мусора. Ох, маленький пропустил. Вот, маленький даже червивый. Даже смотреть не хочу. Вон дальше опять. Сколько вот я тут прошел. Опять. Но тут, видать, да, никто не был. Сюда не ходили. Потому что слишком много уже переросших грибов. Точно есть переросшие. Чистый. Вот одинокие. Чистенькие. Туда один стоит. У него нет других. Вон сколько брусники. Можно наковырять тут ведерочко другое. Червивые же. Это слишком большие, чтобы быть не червивыми. А вот и беленький. Махонький. А, все, вот смотрите. Какой маленький, а весь червивый.
ладно, так, что снимать. Тут вообще сосновый бор, как в парке. Просто иди гуляй. Вот белый. Жаша такой большой. Просто охота найти, ребят. Да нет, чувствую, шляпка уже уделанная. Все съеденный. Весь. Вот уже. Тоже маленький, но весь съеденный. Тут вот это подальше стал отходить от нашего населенного пункта. И уже белых что-то стало попадаться, но червь поработал. Конечно, может лесок свернуть. Я по этой тропинке хочу пройти. Так я вот смотрю по солнцу. Она двигается на лэп. По ней не ходил. Поэтому у меня чисто спортивный интерес. Да, тут никто не ходил. Вон маховики какие большие. Там поближе к поселку идешь, они резаные, и рядом маленькие. Вот этот хороший должен быть. Да. Правда, мне надо грибочки чистить. Будет что интересное, включусь. Вот так вот я приношу. Уже устал нагибаться. Добью уже, наверное, ведерко. Ну, зато сейчас приду. Старые сниму. Что вчера сушил. Эти высыплю и все. Дело в шляпке. Долго возиться не надо. Еще есть у меня идейка по поводу кораблика. Нужно время для реализации. Все, кто любит ловить на кораблик, вожжи, рекомендую посмотреть. Очередная идейка мне пришла в голову. В общем, все покажу. Я уже проверял. Ну, не в работе. В словах не объяснить. Все надо смотреть. Вот, и так я от пятачка до пятачка дохожу, как только маховички появляются. И дальше. Вот, ребята, буквально вот белый мох. Свернул здесь вот сыро. Немножко как бы болотинкой. И вот отсюда штуки 4. Ни одного червивого. Вот где вот влажно, на зеленом мху, они все не червивые. Практически. И размеры, видите? Песня. Сейчас сортировочный цех к ведру. Очистим. Не знаю, этот большой, да тоже проверим. Так, ради прикола.
на белом они червивые. Он какой махонький. Еще припрятались. Только хотел уходить, думаю, гляну еще. Он еще маленький спрятался. Думаю, еще есть. Но пока что-то не вижу. Добить ведерочку уже-то домой надо идти. Что-то задержался. Вот же я же говорю. Смотри, да смотри только. В одном месте. Это все. Хотя я уже порубил штучки 2. Пока больше не вижу. Как раз этими грибочками ведерочка добилась. И вот один такой средненький гриб червивый. Вот что осталось после меня на этом месте. Этот пучочек грибочков как раз добил мое ведро. Теперь можно смело идти домой. Вот мы и дома. Вот у меня вчерашние грибочки. Они все уже сухие. Сейчас их соберу. И это высыплю. Ну, будет больше. Думаю, потому что эти чищены. В общем, а запах, ребята, стоит. Мама, не горюй. Песня. Так, чайку надо попить. Вот, ведерочка в аккурат влезла. Муховички посиневшие. Ну вот вчерашний. Вот так получается. Ведерочка. Но это было не чищенное вчера. Принес здесь. Немного, конечно, отходов у меня получилось, но все равно. Сейчас, по крайней мере, мне ничего не надо. Никакой возни. В общем, сентябрь месяц преобладают маховики. 2003 год. Нормально. Всем привет, друзья! Хочу вам показать для кораблика новый свой лайфхак. Задумку придумал. Поменять на веревку на кораблике. Вот, если вы видите, как оно было. Вот поводок. Здесь узелки, это тесть у меня делал. Потом проволочку зажимаешь. Все это со временем трепает нитку. Она вот такая. Прослужила, конечно, определенное время. Но потом она ворсится. И когда мушки собираешь, уже непосредственно зацепляешь, и оно ворсит ее больше и больше. Она вся начинает цеплять. Если там постоянно им работаешь, еще ничего, привыкаешь, а сезон проходит, зима другая, он здесь все это потихоньку поволокнул, потихоньку рвется, славнет. Я придумал с помощью вот такого пистолета, вот этот клей, видите, капельку, здесь леску снял, все, ну, залепил, завязал. Кораблик еще буду красить. И вот я ставлю карабинчик и 2 капельки
этого клея. Конечно, процесс долгий. Пока обдуваешь, застынет, потом помягче, ну, становится таким, не прилипает. Когда не прилипает, можно формировать, и он уже здесь бегает. Вот эти штучки бывают, может, где-то не дожато или что, тоже спадают, где-то теряются, и мушка начинает бегать к соседней мушке в гости. И леску уже не будет ворсить. Конечно, попробуем. Совершенству нет предела. Ну вот. Раньше у мужиков не было такого пистолетика. Никому в голову, наверное, может, и не приходило. А мне давно эта идейка запала. И сейчас вот решил ее реализовать. Думаю, все восстановлю. Еще сентябрь. Успеем половить. Сколько-то я уже наделал, попробовал. Не буду же вам показывать то, что может не получиться. Ну, вроде все получается. Пистолет я отключаю, потому что больно сильно нагревается. Я боюсь расплавить леску. Вот этот момент меня еще тоже как бы настораживает. Где-то может получиться слабое место. Но я до того, как насажу цикатухи, попробую здесь с берега. Распущу. Течение приличное, кораблик будет под нагрузкой. Если выдержит, значит насаживаем цикатухи и начинаем ловить рыбу. Все покажу в процессе.